Сегодня в местечке Соколовка под Сыктывкаром было шумно. ОМОН и СОБР управления Росгвардии по Коме штурмовали заброшенную многоэтажку, где, по легенде учения, укрылись преступники. Подробнее о крупном оперативно-стратегическом учении «Заслон-2021» расскажет Наталья Юрина. До штурма несколько минут. Собровцы оттачивают наступление с крыши, прикрепляют трассы к опорам, занимают места под кровлей. На учениях отрабатывают как залеты в окна, так и элементы акробатики. Маятник, спуск лицом вниз и свечка – база высотников. Высотник, он не должен бояться высоты, он должен понимать четко алгоритмы своих действий при определенных своих Например, влетаешь в раму, голову подгибаешь, все, ты не сопротивляешься от удара рамы. Каску поставил, плечо поджал, бам, стукнулся, расслабился, дальше полетел. Никаких панических, ты должен четко понимать свои действия. Каждый прыжок получается индивидуальным. Повторить предыдущий в точности задачи нет. Главное – справляться с внешними факторами. В случае учебном мешали деревья. В обычной практике зачастую помехи создают люди. Спустился, например, сосед двумя этажами выше, подумал, что это не спецназ работает, а воришки лазают, да. И, например, у МЧСников были случаи перерезания веревок. И погибали люди, которые пришли спасать. И в Санкт-Петербурге были случаи попытки перерезания, ребята справились. Штурм с крыши – явление нечастое. Последний раз на практике так штурмовали высотку в Сыктывкаре около 3 лет назад. Несмотря на это, сотрудники Росгвардии учения проводят регулярно, поддерживают форму. Вместе с ними по другую сторону помещения параллельно работает штурмовая группа. От выстрелов закладывают уши. В воздухе дым и запах гари. После первого огневого давления в ход идет граната. В случае ответного удара звучит команда отступления. На учениях сотрудники Росгвардии прорабатывают несколько сценариев. Если сопротивления нет, то прорыв в квартиру проще. Собровцы рассредотачиваются по комнатам в шахматном порядке. Пока группа работает внутри здания, сотрудники ОМОНа блокируют территорию, в лес заходят друг за другом и медленно передвигаются к условной цели, общаются жестами. Задача стандартная и постоянная, скажем так, потому что беспрерывно тренируемся именно выполнять задачи в этой экипировке, которая вместе со всей той амуницией, что берут с собой бойцы, примерно около 22 килограмм, скажем так. Пока силовики штурмуют дом и блокируют территорию, спецназовцы с позиции не уходят. Заметить стрелков издали практически невозможно. Одни прячутся в поле, другие между деревьями. Как отмечают росгвардейцы, учения прошли удачно, задачи выполнены, вводные отработаны. Насыщенные дни в отработке условных захватов продолжатся до 30 июля. Наталья Юрина, Иван Богомолов, телеканал Юрган.